Перед тем, как пропустить нас в свои квартиры, жильцы предупредили ступать осторожно, поскольку пол во многих местах провалился. Стены шатаются, ремонт не может продержаться и месяц из-за постоянной деформации здания. Здесь провалилась я тогда уж как могла сама вот заколотила, затела, чтобы мне можно было вставать и мыть посуду. Или что-то достать со шкафчика. И так они живут уже много лет. Проблемы с электричеством, в зимнее время в доме очень холодно. Как только не защищаются местные жители, чтобы справиться со всеми имеющимися проблемами. Например, под тяжелые предметы, газовые плиты, ванны, чтобы те не провалились, под них подкладывают доски. Пользуюсь с раковиной, то значит мне приходится в тазик и в тазик выливать, поскольку ванна не работает. И весь слив идет в ванну. Я, значит, с ванну, если я где-то прозеваю, с ванной учерпываю и снова в унитаз. Мы также узнали, что был случай с обвалившимся потолком в одной из квартир. Тогда только чудом ребенок уцелел. Местность болотистая, из-за чего здания ходят. От этого образуются трещины, которые приводят к таким последствиям. Они уже давным-давно все лопнули. И вот этот вот В1, это мы смотрим дом В1, он вообще повис в воздухе, свая здесь стоит, а дом непонятно как. И может вот он качается весь со всех сторон. Жители провели нас под здание и показали, что большая часть досок растрескалась, а значит высок риск обрушения. Отметим, что это относится не только к 9 домам, признанными аварийными. Деревянные лестницы в подъезды ломаются постоянно, чинят их самостоятельно. Все поехало. Вот в этом части дом может сложиться как карточный лепесточек. Среди жителей аварийных домов микрорайона Борисовка-3 много пенсионеров, многодетных семей, доход которых ставит их в затруднительное положение. Им предложили несколько вариантов, но согласиться на них жильцы не могут. Они нам предлагают 36 квадратных метров или 38 под ключ. То есть как может семья из 6 человек, даже из 4 человек жить в таком... Мы просим у них... Второе предложение у них было, значит, двухкомнатная с доплатой. 1 300 000 сперва было, 1 800 000, они сейчас нам выставляют 2 400. Квадратный метр был 120, потом 135, и вот в понедельник было озвучено уже 150. Мы с этим отказались. И, значит, или черновая работа, тоже с доплатой. Изначально эти дома являлись лишь временным местом проживания. Туда переселяли погорельцев, жителей аварийных домов. Со временем про них и вовсе забыли, из-за чего им пришлось приватизировать свое временное жилье. Я жила 3 года без прописки. Когда мне пришлось обратиться по какому-то делу, мне сказали, вашего адреса не существует, мы вам ничего не можем выдать. Тогда мне пришлось идти в Сахавнишстрой, который строил эти дома. И на основании этих документов сделать приватизацию и идти в паспортный стол. Почему? Потому что паспортный стол нам не давал прописку. Тяжелые условия жизни пагубно влияют на здоровье. Из-за повышенной влажности в квартирах выросла плесень, а в зимнее время на полу образуется наледь. У некоторых поражены легкие, жильцы также страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Мы будем следить за развитием ситуации. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск.